Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Сегодня в программе. Реализация планов делегации Федерального агентства воздушного транспорта в Абхазии. Почтить память. Учредители благотворительного фонда «Помним» побывали с визитом в Кабардино-Балкарской республике. Высшее мастерство. Легендарный ансамбль народного танца Моисеева на абхазской сцене. В Абхазию прибыла делегация Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» во главе с руководителем Александром Нерадько. В сопровождении вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, представители Росавиации посетили Сухумский аэропорт имени Ардзинба для изучения технического состояния и определения дальнейших шагов по его капитальному ремонту. Члены делегации осмотрели комплекс зданий и взлетно-посадочные полосы. Руководителя Росавиации Александра Нерадько принял президент Аслан Джаня. На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября 2020 года. В Абхазии находится рабочая группа специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, российской телевизионной и радиовещательной сети. Как сообщает Госкомсвязь Абхазии, российские специалисты обследуют и спроектируют объекты телерадиостанций. Изучаются объемы строительно-монтажных работ, подлежащих реконструкции, антенно-мачтовых сооружений и технических помещений. Также будет рассмотрено необходимое строительство новых объектов. В Сочи на базе таможенного поста «Адлер» состоялась рабочая встреча представителей ГТК Абхазии и ФТС России. Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС, заседание посвящалось вопросам организации взаимодействия в период летнего курортного сезона, совершения таможенных операций, проведения таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции и другим задачам совместной деятельности. В рамках встречи обсуждались меры по ускорению прохождения таможенного контроля в связи с ежегодным увеличением нагрузки на таможенный пост «Адлер». Учредители благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа в эти выходные побывали с однодневным визитом в Кабардино-Балкарской республике. Главная цель их поездки – еще раз выразить искренние соболезнования семье героя Абхазии Мусы Шанибова. Напомним, что общественный и политический деятель, первый президент Конфедерации народов Кавказа Юрий Шанибов ушел из жизни 28 апреля 2020 году. Согласно мусульманским обычаям, во время священного месяца Рамадан нельзя проводить различные мероприятия, поэтому годовщину со дня смерти великого сына Кавказа отметили в первое воскресенье после завершения поста. В рамках визита Леонида Лакербая и Ляля Чамагуа встретились с представителями Союза абхазских добровольцев и обсудили с ними вопросы сотрудничества. Леонид Лакербай подробно рассказал о деятельности благотворительного фонда «Помним» и отметил, что любая информация, касающаяся добровольческого движения, очень важна. Репортаж о пребывании учредителей благотворительного фонда «Помним» в Кабардино-Балкарской республике смотрите в рубрике «Амши-Пшара Яцу» после выпуска новостей. 26 мая состоится заседание Кабинета министров Абхазии. Члены правительства рассмотрят 13 вопросов повестки дня. Среди них проект закона о внесении изменения в закон Республики Абхазия о бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, о внесении изменений в правила дорожного движения, об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел и размера ассигнований на его содержание на 2021 год и вопрос об использовании средств резервного фонда Кабинета министров Абхазии. В Скворчалском районе к вакцинации от коронавируса приступят 26 мая. Вакцинацию пройдут 15 человек, которые записались заблаговременно. Стоит отметить, что самая благоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом именно в Скворчалском районе. За все время пандемии здесь заболели 672 человека, выздоровели 621. На данный момент стационарное лечение проходит 2 пациента.
У нас всего 6 положительных ковид-позитивных пациентов. 3 пациентов проходят стационарное лечение у нас в стационаре. Состояние их средней степени тяжести. 3 пациентов проходят лечение на дому, легкая степень тяжести. В целом заболевших по району 672, выздоровевших 621. По вакцинации завтра у нас первый день вакцинации. 15 человек, которые будут первый день вакцинироваться. Это сотрудники нашей ЦРБ и преподаватели одной из школ нашего города. Все предупреждены. Мы вакцину будем привозить завтра, в день вакцинации. Обследования прошли сегодня все необходимые. Раздадим памятки, заполним, как положено, анкету и будем вакцинироваться. Легендарный государственный академический ансамбль народного танца имени Моисеева на сцене Абхазской госфилармонии. 25 и 26 мая солисты знаменитого балета представят абхазской публике танцы народов мира. Кадры с репетиции самого концерта в репортаже Гугуцы Варданя. Вот так синхронно, профессионально и задорно солисты балета с мировым именем оттачивают движение греческого танца сиртаки на сцене Абхазской госфилармонии. Государственный ансамбль народного танца Моисеева репетирует с самого утра. Перерыв лишь на несколько секунд. Ведь для каждого из артистов важно, чтобы все в номере сложилось идеально. Несмотря на это, нам удалось поговорить с танцорами до начала концерта. Мы готовились к приезду и с нетерпением ждали этого момента, когда мы приедем в ваш замечательный город. Сейчас у нас репетиция, все проходит в полную ногу, все проверяем сцену, размечаем. И достаточно серьезный процесс сейчас репетиционный перед концертом. Александр Тихонов, народный артист России, участвует сразу в 3 номерах: в молдавском танце «Тапакиряска», в танце аргентинских пастухов «Гаучу» и в испанской балладе. Александр уже 21 год в ансамбле. Абхазию он и солисты балета посещают не впервые и увозят с собой массу положительных эмоций. Впечатления самые положительные, приятные, потому что мы не первый раз приезжаем к вам. Всегда с удовольствием и всегда ждем этого момента. Тем временем за кулисами тоже оживленно. Идет активная подготовка к концерту. В гримерных развешаны красочные костюмы, а в холле госфилармонии аккуратно разложена танцевальная обувь для разных танцев. Вот эта обувь, например, называется катурны. В них солисты ансамбля будут исполнять адыгский танец. Катурны – древнейшая женская обувь, которую адыги продолжали носить еще в 19 веке. Так называли открытые деревянные туфли с высокими подпорками. Это особый номер вечера. Девушки будут исполнять на катурнах и с трещотками. То есть, наверное, вам будет близка и музыка, и наш такой подарок, сувенир. Ольга Волина в ансамбле уже 18 лет. Последний раз с полноценными гастролями ансамбль имени Моисеева был в нашей стране 7 лет назад. А 4 года назад, ко дню празднования Победы, мужской состав балета привез в Абхазию один из своих знаменитых танцев. Артисты признаются, они очень ждали этих гастролей. Так как публика здесь обычно всегда очень хорошо, тепло нас принимает, очень яркое, эмоциональное. Впечатления прекрасные. Встретили нас очень хорошо. Границу мы прошли очень быстро. Очень доброжелательные, приветливые люди. Размещение очень удачное. И, в принципе, близко к морю. Можно подышать свежим воздухом морским, потому что все-таки приехали на работу сюда. Но близость морского берега нам придает еще больше сил. В программе концерта всемирно известные номера в исполнении Государственного академического ансамбля народного танца имени Моисеева. Греческий, аргентинский, венесуэльский, адыгский, испанский и, конечно, легендарное моисеевское яблочко. Артистам уже более 80 лет рукоплещет весь мир. А сегодня абхазский зритель. Балет имени Моисеева – первый в мире профессиональный ансамбль народного танца, который занимается художественной интерпретацией и популяризацией танцевального фольклора народов мира. Его уникальность в том, что создатель Игорь Моисеев сумел соединить фольклорное и сценическое искусство. Я хотел бы поблагодарить весь коллектив и руководство ансамбля
за их визит в Абхазию. Сегодня нам предоставлена уникальная возможность наблюдать замечательные выступления, танцы народов мира. Их выступления данного ансамбля известны во многих странах мира, и у нас также есть замечательная возможность увидеть эту красоту. Ансамбль выступит в Госфилармонии еще 26 мая. Культурное мероприятие проходит в рамках договора о сотрудничестве между Министерствами культур Абхазии и России. Гугуса Вардания, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 26 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 17 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.